Регун Хакла Тусен, Хакла Вансен. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие земляки, дорогие гости. Я уже произнес эту фразу, что то, что сегодня здесь происходит и будет происходить, это уникальное событие. Много мероприятий проводится в Чувашии, в Чебоксарах, в этом зале, но такого у нас еще, я уверен, не было. Дело в том, что сегодня мы проводим праздник высокой поэзии. Мы проводим праздник дружбы российских народов. Мы проводим праздник трех древних тюркских народов: балкарского, татарского и чувашского. И мы сегодня будем открывать позже мемориальную доску выдающегося великого советского поэта, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной премии СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Кайсына Кулиева. Но прежде всего, дорогие друзья, позвольте представить вам наших дорогих гостей. Итак, я представляю вам наших гостей из Кабардино-Балкарии. Позвольте представить, это наш большой друг, лауреат Международной литературной премии имени Махмуда Кашкари, заместитель главного редактора республиканской газеты «Заман» Муталиб Бекаев. Это наш дорогой друг из Кабардино-Балкарии, поэт, член Союза писателей Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики Юруслан Балатов. И, конечно же, с нами наши дорогие соседи, наши дорогие друзья. Это великий поэт татарского народа, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии России, член комиссии по культуре при президенте России, заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат премии имени Михаила Сеспеля Ренат Халис. И, конечно же, мы приветствуем от всей души нового председателя Союза писателей Татарстана Рафиса Харисовича Курбанова. Ассаламу алейкум. Здесь сидит в президиуме наш академик, единственный академик не только по Чувашии, но и по многих республик Поволжья и Урала, глубоко уважаемый лауреат премии имени Михаила Сеспеля Лев Пантелеймонович Кураков. В зале очень много именитых гостей. Наверное, по возможности я буду предоставлять слово. Но прежде всего я хочу сказать, почему мы здесь собрались. Дело в том, что совсем недавно увидели свет эти две книги. Скромные, может быть, они книги. Я показываю вам сборник великого Кайсына Кулиева, в моем переводе на чувашский язык, «Тенчинер Курсамар Выракусельбе». На мир смотрите добрыми глазами. Вол Чувашва Лагана Батнишитре. И еще один сборник другого выдающегося балкарского поэта, народного поэта Кабардино-Балкарии, фронтовика, человека, который с войны вернулся инвалидом, без ноги. Это замечательный поэт Керим Атаров. Его сборник в моем переводе на чувашском языке «Тарнасен Тарнася. Журавли возвращаются». Давайте порадуемся, что эти книги увидели свет. Шималана Геба Самах Парашан, Берен Хизепля, министра культуры министрня Вадим Петрович Ефимова. Слово предоставляется министру культуры Чувашской Республики Вадиму Петровичу Ефимову. Добрый день, дорогие друзья, наши дорогие гости. Я сердечно вас приветствую в Чебоксарах, на чувашской земле. Оценку сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего события Валерий Владимирович уже дал. На самом деле сегодня в культурной жизни, вообще в жизни Чувашской Республики, то, что мы находимся вот на этом мероприятии, на презентации двух этих уникальных книг, это очень-очень значимые события. Вообще хочется сказать, что вот
деятельность переводчика, значимость переводчика в литературе, она, наверное, его невозможно оценить, она столь значима, когда переводчик доводит на языке, на другом языке мысли, чувства, душу стихов поэта, наверное, он сам становится соавтором этого произведения, того или иного произведения, которое он переводит. Он вкладывает свое сердце, свою душу, свое отношение к этому произведению. То, что сегодня мы презентуем вот эти две книги, Кайсена Кулиева «На мир смотрите добрыми глазами» и Керима Атарова «Журавли возвращаются», тоже символично. Вот Кайсен Кулиев, он нам близок, он был на Чувашской земле, он дружил со многими поэтами, в частности, в очень близких отношениях был с Петром Кузангаем, ну и с другими поэтами и деятелями литературы нашей республики. Поэтому, Валерий Владимирович, прежде всего хотелось бы выразить слова глубокой благодарности и признательности вам, что вы этот праздник организовали сегодня и стали инициатором открытия мемориальной доски, которую мы сегодня будем еще открывать. Это, на самом деле, очень значимый и очень важный вклад в культуру, вообще в общественно-политическую жизнь нашей республики. Поэтому низкий вам поклон, спасибо, дальнейших творческих успехов. А нашим гостям добро пожаловать. Владимир Петрович, спасибо. А сейчас слово имеет выдающийся чувашский поэт, народный поэт Чувашии, лауреат премии имени Михаила Сеспеля, кавалер ордена дружбы. Это очень символично. Юрий Семеняк. Юрий Семенович, прекрасно. Дорогие друзья, сначала я чуть-чуть хочу порассуждать, на каком языке мне говорить сейчас? На балкарском. Однажды, когда в Грузии был вторым секретарем ЦК партии товарищ Колбин, пригласил к себе писателя Гамсахурдия, Константина Гамсахурдия, отца Зияда Гамсахурдия. Константин Гамсахурдия явился, хорошо одетый, красивый, очень интеллигентный, знает много языков, но говорит у товарища Колбина в кабинете только на грузинском языке. Колбин вынужден был пригласить переводчика, чтобы у них диалог хороший состоялся. Мана хакутаван замезер, я плащ мабулдаратор, калам мабулдаратор. Ман курт, кудезе, космополит, кудезе, семенердезе. Шалм бадаман сирим белейрик сирек, паршизги пегалаш мативек, кудезе шуклар. Ебе швашла галаш позасын, швашла кам кирже галаша, бурде вышла галашашан. Видя хаклахна сем киржиш перимбада, хаклдаванзем. Кавказ шеребелейбер Темише пинчулгайла, темише шаршулгайла, паллашно. Кавказ тебе умече груз умече пуштайла яба. Харвара и груз сидисем кунта гильчеш. Козан ханисем белете и бетахшан хитуссем. Петехизе плет прописения в земле передних шанде куридермеша. Камалда пурнаппар, лайк пурнаппар. Шам бада мсем умече пуштаятпар. Андив чуваш халыхе. Тудар халыхе, титер халыхе сен туслыхе ялна ширпенсе пыдыр. Вырыш шельхинете, вырыш халыхнете, япыр хирш марник шанда. Ялна халлаалын пырлы адыландар сапиры бір хамырын пулнышан. Шамбада пиринчелхенте чуваш шельхин. Үтечекесенте. Шаак шершинчен шоғылмалла ан бұлдыртша. Чежексен бұрде ешерден бекек. Евішсен бұрде İlemle yaşarsalarına da gek, vurçil gezende, urun üstüne bek, yuman üstüne bek, ileş üstüne bek, şıgay üstüne bek, İlemle uzallan yaşarsalarına da buldurça. Bayan hi bunları bek alışas bulsasın, Kaysen Kuliyev şart diripüz poet haklıdırasın.
Кайсын Кулиев кунда хирургический маршрута цепление, аманна суранларна кышын. Цепление да унда бурса сынах тюрех парагайсын Шуваевич чагында поэтсен буржи жаза шокшламада продать. Госпитале врытын шукня. Кузангай фронтра, Усай фронтра, Александр Алга фронтра, полбохтра хирургический маршрута. Аплабулинде, шабохтрах поэтсен дугнаща. Александр Дмитриевич Колган, искусство управления Ирюши, Шамркскер, Семен Эльгебеля, Шефан Жавлы, книга издательства литература, редакция Леща, Олег Васенбель Паллаш Мамайгиле, вырос поэзия Владимир Ажиев, Алексей Фатьянов, Херлешар Шурдинче, Шубашкарда, Эшлек Вохотлах, Эсметредра, Чапа Юрсен Сумбисин Чирагани, Фатьянов. Вара видела шагну егеринзегая кайсын Шувая вишен Аркадий Скель ятлапоят пала, он жухня писательский союз и гунди председатель был нам. Баян мансире пита Палаштарский лещав Аркадий Александрович Скелин, Валентина Аркадьевна была. Вот кайсын Гулиев Аркадий Александрович принц висения волосаларный жухня шамда, всем паниша, хватит. Вижу, что был на Валентина Аркадьевна. Хальпер не может раларать. Валентина Аркадьевна, встаньте, пожалуйста, чтобы посмотреть на нас. Единственная балкон. Она видела Валентина Кулаева, он сюда дома. Спасибо, Валентина, садитесь. Шаунберг пишет поэтом висения Чебашлав Нардышничек Баян Калажат. Валерий Тургай пишет, что нам. Кужару жена часам передай шамолыш мар. Menschen desesin şah boyadın Vadim Petrovich Terskalar şah boyadın çunne klarsa yerini hamışık hebe kalasa braskula. Şah çun vider tukna duyama şoğurra şoğuşne klarma bulat tarşasın. Ancak da duyum ne klarma temir sabara temir şekeri sabara. Şah deri yevar. Turgay temre yevar işete şapla konuşlamak даже piti kurinjin de kamoğlan. Табдабуш Валерий Владимирович. Гонасеня бурденде бершеринде биле саламлап бар, гөрөшүнат бар, чыгаш шере ялна гонасеня хадер, гонасеня кечил медиа, еженмада, бесембе малашлы хратушлы курнмада, эпир ялна хадер, бурденде көзөк салам, бурденде көзөк тау матут. А сейчас слово имеет Ренат Максович Харисов. Просто Ренат Харис. Мы его считаем послом чувашской культуры в Татарстане. Для нас он посол Татарстана в Чувашии. Ренат Харис. Встречаем. Аплодисменты. Послы приезжают и уезжают, а когда я думаю о чувашском народе, о чувашской литературе, о Чувашии, о Чебоксарах, всегда себя считаю своим. Я свой у вас, не только посол. Один мудрец, по-моему, австрийский писатель Сафир сказал: художественный перевод я уподобляю к красивой женщине. Если женщина красива, то она не верна, то если она верна, то некрасиво, сказал. Вот такое дело с художественным переводом. Я знаю, что такое художественный перевод. Огромное количество произведений разных поэтов я переводил. Быть соавтором незнакомого тебе или очень знакомого, тем более очень любимого тобою поэта, быть весьма-весьма сложно. Входить в тот мир, в котором живет переводчик, входить в тот мир через переводчика, в который ты входишь через переводчика, мир оригинала, это очень сложно. Художественный перевод, на мой взгляд, сейчас является самым востребованным жанром во всей литературе. После развала Советского Союза, после разъединения народов,
после разъединения литератур мы перестали знать друг о друге. Мы по газетам читаем, кто с кем торгует, кто у кого кого-то украл, кого-то убили, кого-то изнасиловали, кого-то расчленили. Это мы очень хорошо знаем. Но это не душа народа. Душа народа в литературе, душа народа в поэзии, а душу народа мы можем знать только через художественные переводы. И поэтому любой человек, который берется за художественный перевод, да еще издает в виде книги, да еще представляет этот художественный перевод своему народу, это просто у меня слов нет. Это выдающийся человек, выдающиеся личности только это могут делать. Я вот перевел огромное количество, я уже говорил, но мало что в виде книги я представил и отдал в руки читателю татарского народа. А вот Тургай Валерий Владимирович это уже делает не впервые. И не впервые. Замечательная книга Габдуллы Тукая. Знаете, после того, как ваш президент преподнес нашему президенту томик Тукая в переводе Валерия Владимировича Тургая, какое сближение между республиками состоялось. Одни бизнесмены это не могут делать. Одни премьер-министры не могут это дело делать. И каждый человек по отдельности это не может делать. А вот одна книга в переводе одного человека, любимого поэта, скажем, татарского народа, когда передается президентом одной республики и президенту другой республики, это уже такая связь, это уже между ними такой контакт произошел, как соединились два кровеносных сосуда двух народов. Вот что такое художественный перевод. И вот почему, я думаю, и вот два наших балкарских друга приехали сюда, и мы, когда узнали, что вот такое-то дело, мы прибежали сюда. А что касается Кайсына Кулиева, я с ним был, конечно, лично знаком. Мы с ним встречались многократно в Москве во время съездов. Он приезжал в Казань, выступал, и, между прочим, выступал в Казани на балкарском языке, и мы понимали, я еще помню, я был студентом, он приехал, выступает в клубе Тукая и говорит на балкарском языке, и после каждого его крылатого выражения, гром аплодисментов, и один встал и говорит: «Кайсын ага, оставайтесь в Казани и будьте татарским поэтом». И Кайсын ага ему сказал: «Знаете, говорит, я не только балкарский поэт, я еще кавказский поэт. Для того, чтобы мне жить нормально, как человеку и как писателю, нужны еще и горы». И вот он всегда был в своих горах, на вершине своих гор, и с этой высоты он говорил о своем народе всему миру. По-моему, Индира Ганди, цитируя Кайсына Кулиева, сказал: Кайсын Кулиев настолько меткий стрелок. Нет, она сказала, Кайсын Кулиев описал войну так, что каждая пуля обязательно попадала в одно сердце. Это в сердце матери. Это приводит величайший политический деятель нашей современности Индира Ганди. Вот когда поэтическая пуля попадает в сердце человека, эта пуля не ранит, эта пуля дает свою энергию для того, чтобы другие
свинцовые, там, резиновые или газовые пули никогда не попадали в сердце народа. Я благодарю и Министерство культуры Чувашии, и фонд Сеспиля, и конкретно я благодарю Валерия Владимировича Тургая за его титаническую работу. Тукая он издал, Мустая Карима издал, Кайсына Кулиева издал, Атаров издал. Извините, это неоценимый вклад в дело объединения народов нашей страны. Пошли в свое время центробежные силы, а центростремительную силу в наше время может создать только литература, связанная с душой народа, и чтобы эта душа народа была доступна другим народам. И это делается сегодня вот здесь, в Чебоксарах, и инициатором замечательным этого дела является один человек, Валерий Владимирович Тургай. Я низко кланяюсь перед тобой. Спасибо. А сейчас давайте послушаем стихи великого Кайсына. Специально на наш праздник пришли студенты Чувашского педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Теперь Чуваш Патшалық педагогика университетін, Чуваш филология факультетін жебіренет бір, Кайсын Кулиевын Чуваштағы жарғы совесінде палашымыр, візем перенчуна. Тивреш, шавдели келішреш, хыжы біргізіне, бір бірендімірде, халесере қалаза барашын. Пледен и клеме, аплаес осла, шакына ялан плес булатсан. Шокой шоколадать пинцаслан. Смахается илемен сартуран, щер темде курна, теменде плетвал, анчах хыпеленевал каламасть. Шевади юр я хради товал, ильдетил щер, анчах тасас помасть. Сахал калыжи канзине мухтадып, тада чундан манает легине, и птап даватып, кажуру и дадып, хышчух, чарма применшин черхене. И тлегенрень ытла тада кам кирле, пере, свыштене жак шержинже, никам дает мезень, самах волчирле, храть болтуна в евршвинжех. Пайдахи чапла с махсем галаром, останамба вышитнение кура. И тлегене галада, куман паром, манран публикенри из осларах. Атабыш. Тебр сова нишанда аджазям анвильча. Эптем де курдам шага пурнашра, эптюснине нигамда тек андюстер. Шукхам жен маре таргаслап тура, нишчанда аджазям анвильча. Эпананада пулмастех кунбек, волвилем эпельменіне плетер. Шабак татаргаслада пургарек, нишчанда аджазем анвильчер. Нишчанда евы шулчы шураймаз, чургунине хелевал катмезесе. Палак этемин комале тулмаз, волхайн эметне эненмезесе. Пледебек, тенчемер анзатмар, манранку пурнышра темех килместер. Шабак татаргаслада, Парахмастов кошкарма, нищанда, аджазем анвильчер. Сипсивер тунзах таги джемлях, он жух тулычи жержинжем. Сипсивер тунзах таги джемлях, он жух тулычи жержинжем. Келеттене спуза щутелек, шара, чужие чичек. Вот у меня эп ожанмашкан ширатом хем кел ожанже.
Черем чунат сана курашын, шара чужинче чичек. Тетрелих видер куранатын, тарадын кужинумче. Мантарисман пулса тарадын, шара чужинче чичек. Собой приметамырши имешулда жерны, тавлажат остын айванлықпа, чылықпа суялық вой вижеші. Артист ав омырдашын ыстаба. Он ыстаран малдан кыштвренешчі. Нұжалынзан челешін зағибе, шығыр бірге ялам бұжават сасын, евір білет бір ағаймар дебе. Шеклет чуна шут уйх ялгыш сасын. Усы шукпа бірех вақты векрен, суя илемде елебен шуғалі. Әжеде чынлыға савзан черен. Иксенместих эдемин выехали. И бир санва пунат процерлерин, хышчук тарахтарат пар-пар-парне, хышчук савандарат пар, сивжилрин, куплат пар-пар-парин черезине. Вол юратун уюкшуты жешмар, вол шижаренди живичре хышчук. Хышчук чарный мас прозаванма, хышчук и чунчерешен каныщук. Вол юратун хышчук шур Чичекпер. Хочу вам 6 евро химленить. Антип, шундавдар был вот химипи. Юраду 6 шеклей. Чун черене. Тогда будешь. Мотор. Галина Павловна, кашин нет, кашин, кайсин кулиев телевизоре. Мотор хазяин. Тогда будешь серия. Чун черене. Давай. Халис Махилет, Раиса Сарбия. Слово имеет наша выдающаяся Раиса Васильевна Сарбия. Давайте все поздравим. Она недавно стала лауреатом премии имени Фатиха Карима Республики Башкортостан. Раиса Сарбия. Пиде хервилле хватлы уявра, собак парасайып кетпен, Тембургтеге калашма хатырленетче. Много лет назад, в 1975 году, на 6-м всесоюзном совещании молодых поэтов мой переводчик Владимир Костров представил меня. В своем переводе прочитал стихи. Я вызвалась прочитать это же стихотворение на чувашском языке. Это стихотворение «Пала». Когда я прочитала, в зале раздался голос с акцентом Кавказа. На чувашском, ешо лучше. Все повернулись к нему и спрашивают: ты разве понимаешь чувашский язык? Ты же кавказец, армянин. Он гордо посмотрел на всех и говорит: язык поэзии всем понятен. Поэтому я сейчас хочу перейти на язык поэзии. Кайсын кулев шелдаре, шержил тепхулинде, мон мускавра, и в худшандам поэзии уявне. Буларым сова сумла хускавра, яцать ваш шерживень ялавне. Шержер хватла соваш кушинде, эпте гадаркам хаман хвада. Чаваш шасы янрави шиндинде, шержер джун турдын текеш манбада. Хамбек хура, ванашлы бір аржим, пырзачу туры манын аллыма, терем карт туры. Мантыван жақши, эп туйрым терембе таваныма. Ара, кайсын Гулеевшке, балка, княгизе мангелемре, ретре, она біле, сават шуржу башка, княгинти сынбит кужадырет. Булашы завышсем хавгаланза, хойзен рычыржывне чундан савза, туслых юрри, югать саргаланза, хевелжевлизентей шаржа ялза. Балкар боете, чон-джон похаты, Кавказ чапнеже клере, тюбене, сасы чанлаянрать, четредюти, чун кайыкла везет, поэт енне. Чапла, кайсын Гулиев паберле, и пулдым уявра, мон мускавра, Асладибек сывви юрри керлет, лучабе шаврынче, тенте давра. Кайсын Гулиев шолдыре биле, чываш сенеге ыррын, шудада. Кайсын Гулиев кезенек чере, хавасын кагырда сиксе дабать. Пылғаравали шивғардат пире, чунтизіме хватлын балырдат. Таван бол, таванла Кавказ чере, телегемре манчуном кадардат. Наверное, поняли? В этих строчках я восхищаюсь
Кайсыном Кулиевым, и гордо мы несем в Чувашии его знамя поэзии. Я очень благодарна Тургаю, что он постарался, перевел на чувашский язык настоящую поэзию Кайсына Кулиева. Мотор Валера. Мухтар Абдуллаевич. Ну а сейчас слово имеет наш гость из Кабардино-Балкарии, который в последний раз в Чебоксарах побывал аж 20 лет тому назад. Итак, приветствуем поэта, члена Союза писателей Российской Федерации Яруслана Балатова. Я очень счастлив, что мне снова довелось приехать в Чебоксары, в Чувашскую республику, с интеллигенцией которой мне связаны давние отношения и дружба, и сотрудничество, и огромное счастье общения с душой чувашского народа. Это для меня святая земля, потому что любое место, в котором мы думаем о высоком, о самом высоком, о божественном, любая точка мира становится священной землей. Это всегда так, и поэтому я думаю, что Чувашская земля — это одно из таких мест, где огромное духовное напряжение все время присутствует, и чувствуется огромное духовное усилие и устремление к самому важному в жизни духа человеческого. Вот. И очень трудно выразить словами чувство любви. Чувство любви может быть выражено только самим этим чувством. Вот словами иной раз и невозможно это выразить. Вот. И некоторым давался большой талант, некоторым из людей, для того, чтобы они божественное чувство любви смогли выразить человеческими словами. И книгу одного из таких поэтов переводил Валерий Тургай, и Керима Отарова, и Кайсына Кулиева, с которым мне тоже посчастливилось в юные годы встречаться. Вот. Эти книги зазвучали на чувашском языке. Позвольте, я прочитаю о Балкарии из цикла, который я написал несколько лет назад, называется «Балкария. Гимны». Несколько стихотворений. Балкария, ты гимном возродилась, во славу он и неба, и земли. О мой народ, с тобою возвратилась мечта всечеловеческой семьи, о новой жизни на своей планете, чтоб никогда не умирали дети. Еще о Балкарии. Святой отчизны, ясный, добрый лик, страна достойна утреннего света. Ни одного великого поэта был голосом ее родной язык, а их встречали здесь артист, художник и на тропинках тонкий подорожник. Болгария, ты воссияла вновь в коварной мгле предельного столетия. Ты существительное, междометие, глагол, надежда, вера и любовь. Я знаю, по земле пройдут века, а ты все так же будешь высока. Кязим Мечеев был учителем Кайсына Кулиева. Я говорю Кязиму и Кайсыну,
возрадуйтесь, Балкария жива, порой ее ввергают в лжи пучину, но перед жизнью правды ложь мертва. Предел времен, насилие, смуты, споры, стоим лицом к заре, как наши горы. Я хотел добавить, что то, что в 21 столетии происходят такие события, проводятся подобные мероприятия, проводятся к тому же в Национальной библиотеке, то, что мы говорим о национальной культуре, это свидетельствует о том, что все-таки человечество идет в правильном направлении, что несмотря на абсолютную неизбежность единства человечества, этих нужных, позитивных и интеграционных процессов, национальная составляющая в жизни людей, она сохранится. И вообще национальная культура священна, поэтому это и происходит. Вот. И Бог об этом знает, конечно же. Но только мы должны знать об этом еще. Вот поэтому, участвуя в этом мероприятии, я хочу констатировать, сказать свое мнение, что я верю, поэтому верю в будущее человечества. Потому что мы сможем сохранить и национальное, и в то же время иметь понимание необходимости единства человечества. Большое вам спасибо. Спасибо. Наверное, то сейчас я буду зачитывать, для молодежи будет новой темой, новыми фактами. Вот у нас в Чувашии практически мало знают, особенно молодежь, о страшной трагедии, которая произошла с балкарским народом в годы Великой Отечественной войны. Слушайте, интернет-3 «Депортация балкарского народа и ее последствия» статья ранее. Из статьи «Депортация балкарского народа и ее последствия». Рано утром 8 марта 1944 года старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Операция по выселению балкарцев длилась всего 2 часа. Депортации подверглись все без исключения. Активные участники гражданской и отечественной войны, инвалиды войны, родители, жены, дети фронтовиков, депутаты советов всех уровней, руководители партийных и советских органов. Вина, кавычка, депортируемого определялась исключительно его балкарским происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37 713 балкарцев. Выселение происходило в то время, когда каждый 4-й балкарец находился в рядах воюющей Красной Армии. Каждый 2-й из них погиб, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков. Из общего числа высланных балкарцев 52% составляли дети, 30% женщины, 18% мужчины, инвалиды, вернувшиеся с войны и глубокие старцы. Насильственно депортированные балкарцы безвозвратно и безвозмездно потеряли свое имущество. Опустевшие балкарские аулы пришли в упадок. Согласно инструкции НКВД СССР о порядке выселения каждому переселенцу разрешалось взять с собой продовольствие и имущество весом 500 килограммов на семью. Однако организаторы выселения на сборы давали 20 минут. 20 минут. Старики, женщины и дети изгонялись из родного дома, в чем были обуты и одеты, без теплых вещей, без продуктов, небольшим ручным багажом. В пути за 18 дней дороги в необорудованных вагонах от голода, холода и болезней умерли 562 человека. Те, кто пережил дорогу и лишение, оказались в огражденных и тщательно охраняемых местах. В течение 13 лет балкарцы жили на казарменном положении. И верить пример подчеркну. Я представляю, как невыносимо
было больно Кайсыну, великому сыну своего народа, фронтовику, который вступил в войну с фашистами в первый день войны. Он был парашютистом, десантником. В первый день войны он уже вступил в войну. Он чудом остался в живых под Орлом. Чудом! Практически весь корпус их, десантный корпус, был уничтожен. И депортация. Депортация. За что? Я представляю, как было тяжело Кериму Атарову, который брата потерял на войне, который ногу потерял на войне, кавалер ордена Красной Звезды. Я о наградах Кайсына уже не говорю, там очень много наград. Возвращается инвалидом, и его отправляют в степи, в Казахстан. Это страшная трагедия. Мы должны об этом говорить, чтобы этого больше не было. Я в Торнаузе на вечере Керима Атарова назвал балкарский народ великим народом. Это абсолютно так. Поклон вам, дорогие балкарцы. Чтобы не озлобились, читаю Кайсына, читаю Керима Атарова и удивляюсь, пройти через такой ад, через такие унижения общенациональные, и при этом никакой злобы, никакой обиды на жизнь, на судьбу. Это удивительно. Так могли писать только великие поэты, представители великого народа. Сейчас я хочу предоставить слово народному писателю Чувашии, большому другу балкарского народа Юхме Михаилу Николаевичу. Дорогие друзья, первый раз я встретился с Кайсыном Жулиным. Я, наверное, единственный чувашский писатель из живых сейчас, кто встречался с ним много раз. Первый раз в 80-е годы на съезде писателей РСФСР. Мы идем, Аркадий Месхелин, идет Кайсын Кулиев. И так они улыбнули друг друга издалека, обнялись. Интересно. И Эсхель говорит: ты когда мне заплатишь свой долг? И улыбается. Кайсын говорит: ничего, приеду в Чебоксар, я тебе куплю новый красивый крабат. Это интересная история такая. Тогда был председателем Союза писателей у нас Аркадий Эсхель, и он часто бывал в госпитале, и Кайсын Кулиев часто приходил к нему в гости домой. Вот после этого мы с ним стали встречаться. Последний раз с Кайсыном Кулиевым мы встречались в издательстве «Детская литература». Тогда там была редакция национальной литературы. Заведующей редакцией была башкирка, а наша территориально, наша Поволжье входила, нашим редактором нашей книги была армянка Кафе Лянц, такая полная, очень равнодушная женщина. И вот последний раз они дружили как раз с Кайсыном Кулиевым, мы встречались там, пили чай. И что вот поразительно, да, все-таки боль в душе у Кайсына хранилась, боль за судьбу, за невольно прожитые традиции годы. Он вот невольно разговариваем, вот эта тема у него возникала, эта боль вот здесь жила. И мне вот напоследок он говорил: обязательно приеду в Чувашию еще раз, обязательно хочу приехать. Но, к сожалению, не смог приехать. И вот когда я был на юбилее Кайсына Кулиева, дальше мы были на его могиле, я рассказывал, что он мечтал еще раз побывать в Чувашии. Вы знаете, наверное, что я много писал по древней и средневековой истории чувашского народа. Также меня интересовало всегда с малых лет связи чувашской литературы с другими литературами мира. Поэтому я еще в 80-е годы изучал историю Кайсына Кулиева, который лечился здесь, в Чебоксарах. Он попал в Чебоксары в госпиталь в 1941 году. И около года лечился. Когда уже вылечился, уже пора было, когда немного лучше стало, он при госпитале же агитатором работал.
Потом пора уже выписаться, уже на фронт он просился. Сохранился его письма, кстати, из Чувашии написанные, где его, значит, представитель Союза писателей СССР, где он пишет, что мечтаю издать книги о Чувашии на чувашском языке. И вот, значит, еще раз рано, как открылись раны, и он еще раз его положили в госпиталь, и он лежал почти до конца 42 года. Я обо всем писал, вот, впервые напечатал статью, большую статью о нем в 1993 году в Советской Чувашии. Вот эта статья у меня напечатана в этой книге, называется «Зов далеких предков», перепечатана. Я хочу своим друзьям, балкарским друзьям, вот эту, называется статья «Кайсен Гулиев в Чебоксарах». Хочу подарить вот эту книгу. Оставили мой друг, много раз печатали. Я очень рад, что приехали. Еще одна книга, дорогие друзья. Эта книга, вы знаете, наверное, «Имена улиц в Чебоксаре». Союз писателей Чувашской Республики еще несколько лет назад представил документы с просьбой назвать одну из улиц города нашего именем Кайсена Гулиева. Вот здесь, в этой книге, я рассказываю о всех улицах, которые названы именами людей, жизнь которых связана в какой-то степени с Чебоксарами и Чувашией. И в конце здесь есть глава, эта глава называется как приложение «Горожане об улицах города». Вот здесь я использую письмо одного жителя, 372 страница, значит, который пишет, значит, Иванов, как его имя, отчество, вот он пишет, что я до сих пор помню, говорит, как, значит, в нашем госпитале лежал Кайсен Гулиев, будущий выдающийся балкарский поэт, лауреат государственных премий. Раны его были очень тяжелые, наши врачи вернули его к жизни. Значит, в Чебоксарах он как бы заново родился. Ученые пишут, что чуваши и болгары – родственные народы, потомки братьев болгар. Учитывая все это, хотелось бы, чтобы в Чебоксарах была и улица Кайсена Гулиева. Я полностью поддерживаю предложение Валентина Петровича Иванова. Верю, что когда-нибудь в Чебоксарах будет и улица Кайсена Гулиева. Предваряя события, хочу написать в этой части книги, то есть предложение и об улице Кайсена Гулиева, то есть будущей улице, которая будет носить имя великого балкарского поэта. Здесь его портрет. И еще одна вещь. Вы знаете, дорогие друзья, что мы с балкарами об этом говорили, что мы единокровные народы. И балкары, единокровные народы, карачаевцами, это по сути один народ, один язык, одна письменность, полностью только горы разделяют между ними. И вот что интересно, карачайский поэт написал очень интересную поэму о чувашском парне, который его спас тяжело раненого, вынес на своих плечах в поле боя. И вот хотелось бы, это Хубиев, старый поэт, его, наверное, сейчас нет, Хубиев. Брат его жив, брат Назар жив. Жив, да? Хотелось бы, чтобы вы подарили ему эту мою книгу. Я так и называю, это тоже так называю, карачайские поэма о храбром сыне чувашского народа. Очень интересная поэма, благодарная, такая добрыми словами написанная, талантливая поэма. Хотелось бы, я об этой поэме писал, и эта поэма переведена на чувашский язык, мы напечатали в книге. Хотелось бы через вас поговорить. Когда будете выполнять, Учащаяся 4-го курса нашего Чебоксарского института культуры и искусств Ирина Роза, лауреат международных конкурсов.
Она представит вам песню Анисима Сламаса «Весенняя деревня». Уже третьего курса. Андреева Анастасия, тоже лауреат международных конкурсов. Она споет песню Филиппа Лукина «Шудимет». Правильно? Шудимет, да. О, мужчина,
будет не совсем правильно, если переводчик, которого не очень-то, может быть, и заслуженно тут хвалили, не прочтет хотя бы свой перевод. Да, ведь? Сейчас Парсубиния Гуламга. Мутали, однажды получилось так, в начале или в середине января, значит, раздался звонок. Тургай, слушай себя по телевизору. У меня телевизор работает, я знаю, в это время у нас нету программы на чувашском языке. Какой телевизор? Что, он шутит, что ли? А, говорит, передают передачу о том, как праздновали в Начике 95-летие Кайсына. Это было в декабре. И потом уже по телевидению показывали этот праздник. И как раз мое выступление я по телефону слушал из Начика по кабардино-балкарскому телевидению. Это знаменитое стихотворение Кайсына Кулиева, которое знает, наверное, каждый человек, который любит поэзию. Порфирий Васильевич Афанасьев всегда это повторяет, когда вы где-то алгрон. Вот. Черный конь умирает на белом снегу. Замечательное стихотворение. Я перевел эти стихи на чувашский язык, у меня так получилось. Шураюшинча, ура, поэр велеть. Шелемес, Перевилем, Юржине, Хураут, Персианче и Рыкюлем, Черенче, Сынче, Бут, Юлануче, Земунжан, Полнощивых Туссем, Волпальвень, Параным Машкан, Амартмакивый Жем, Сахал Марвал Шенгерна, Шив-Журбату Зене, Сахал Маркула Скинен, Туйновала Шине, Вечновал Шуземщиен, Анновал Тусинжен, Халхиземунан Щивеч, Уриземун Шинже, Хурауден Кущуля, Тунасив Тунзахпа, Сывлама Юварпуля, Ютьен Рисывлашпа, Эштеза Нихычанда в войне Шелемень, Малаллах Волваскана Юндармашкан Палемень, Юржевать, Чаранмазар, Пушнеусна, Чечек, Ут, Вырдать, Пускалмазар, Щингурман, Лембек, Шелемес Перевилем, Валпурин Жендепур, Хуравай Вердавиля, Юля Шапшура, Юр. А сейчас я снова предоставляю нашему дорогому гостю из Казани, новому руководителю одной из самых